В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня Абхазия вспоминает жертв Ладской трагедии. 25 лет назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это одна из самых трагических страниц в новейшей истории Абхазии. Все люди доброй воли ужаснулись от содеянного, с болью в душе восприняли факт зверского убийства невинных женщин, детей и стариков. Народ Абхазии еще раз убедился, что имеет дело с настоящим фашизмом. Сегодня по всей стране прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Ладской трагедии. В Гудауте, где похоронены тела невинно убиенных и установлен памятник, прошел траурный митинг с участием родных и близких погибших в вертолете. Память погибших почтили и в Тхорчале, и на месте гибели вертолета в селе Лата. Обо всем подробно расскажут наши корреспонденты. 25 лет назад, 14 декабря 1992 года, земля содрогнулась от произошедшего. 43 из погибших в вертолете над Латой сейчас было бы чуть больше 25 лет. Невозможно передать словами ту боль и скорбь, которую испытывал каждый житель Абхазии в холодные декабрьские дни 1992 года. Родные погибших даже не могли опознать своих близких. Сгоревшие, обезображенные тела были захоронены в братской могиле в городе-герое Гудаута, где сейчас установлен памятник невинно убиенным над селом Лата. 14 декабря вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. У памятника жертвам Ладской трагедии представители всех районов республики, ветераны, матери погибших. Конечно же, здесь вместе со своим народом находится глава государства Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц, члены правительства. Четверть века прошло с того страшного дня, но для родных погибших этот день все так же наполнен болью утраты. Из блокадного города летели семьями, спасаясь от голода и холода, а для родителей главное было вывести в безопасное место детей. Тавила Шинкуба потеряла в этой трагедии дочь и двоих маленьких внуков. Я дочку с двумя внучками потеряла, вон фотографии ее, да. Не могу говорить ничего. Это очень тяжело.
Мать и младший брат Аиды Адлиба также были на борту того злополучного рейса. Маме было 42 года. Домохозяйка. Брату 16 лет было. Учился в школе. Во время войны из блокадного города сюда хотели приехать в Гудауту. Мы сразу не узнали, что они в вертолете сидели. Это потом разузнали. Вот хотели оттуда выехать, и вот такая трагедия. Это не бывало такого момента, чтобы мать и брата не вспоминала. Выступавшие на митинге, посвященном памяти жертв Ладской трагедии, отмечали, что народ Абхазии видел много горя. Но 14 декабря 1992 года – один из самых незабываемых и ужасных дней в истории Отечественной войны. Люди, которые увидели весь этот ужас своими глазами, никогда его не забудут, отметил в частности член Совета старейшин Гудаутского района Виктор Гунба. Он подчеркнул, что это трагическое событие не сломило народ Абхазии, а еще больше сплотило в борьбе с жестоким и беспощадным врагом. Школьники гудаутских школ прочитали стихи, посвященные трагедии. В чем вина детишек бедных, будь ты проклят, враг? Тело обугленных десятки, плачет вся земля. Потерпела боль, страдания, Родина моя. Целое поколение выросло за 25 лет. Отрадно, что наше подрастающее поколение знает о таких датах, как 14 декабря, и ценит тот мир, который есть у нас сегодня. Самый трагичный день вообще во время войны, в котором погибли не только мужчины и женщины, но и дети, которые еще не родились. Мы должны в будущем сделать все для того, чтобы наш народ не исчез и всегда стоять за нашу страну, за нашу землю. И что бы ни случилось, не потерять свой родной язык. Безусловно, Ладская трагедия – одно из наиболее страшных и жестоких событий в истории человечества, которое, впрочем, так и не получило мировую оценку. Но для народа Абхазии 14 декабря 1992 года навсегда останется самой трагической датой в новейшей истории. И что бы ни случилось, во все времена памятник жертвам Ладской трагедии будет символом несправедливости и жестокости любой войны. Вот оно, то самое место в селе Акварчепан, близ Хуарчала, откуда в злополучный день 14 декабря ровно 25 лет назад взлетел вертолет Ми-8 российских ВВС, на борту которого находились дети, женщины и старики, бежавшие от ужасов жестокой блокады. Минут через 20 после взлета по вертолету, пролетавшему на территории Кадорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-воздух». Рухнув в горной местности, вертолет взорвался. Ни один из пассажиров не выжил. Вот уже 25 лет на этом месте собирается общественность района и все те, кто помнит и скорбит по невинно убиенным в небе над Латой. Это невосполнимая утрата. Все они сегодня могли находиться среди нас, трудиться на благо своей Родины, приносить пользу, поднимать и возрождать Абхазию. В то тяжелое время, когда Отечественная война народа Абхазии была в самом разгаре, мало кого можно было удивить смертью, но трагедия, в одночасье унесшая жизни 87 человек, всколыхнула не только Абхазию, но и всех здравомыслящих людей за ее пределами. Вертолет был сбит, несмотря на то обстоятельство, что полет проходил по согласованному с грузинской стороной маршруту. Это преступление против человечности ярко отразило жестокость грузинских агрессоров, их полное пренебрежение всеми нормами цивилизованного мира. Тот враг, который
решил нас покорить, решил ударить по самому больному нашему месту. Это дети, это женщины, это старики. Враг думал, что если он это сделает, что мы упадем на колени. Но он в этом просчитался. Войны наши, особенно я хочу, стоя вот на этой трибуне сегодня, выразить особую благодарность нашим боевым друзьям с Восточного фронта, которые на все 100 выполнили приказ Верховного Главнокомандующего стоять насмерть, не давать противнику ни шагу наступать. Мало того, что стояли насмерть, еще отвоевывали, понимаете, те земли, которые они оккупировали. Год и 2 месяца наш народ в Восточной Абхазии находился в жесточайшей блокаде. На митинге памяти жертв Ладской трагедии также прозвучали стихи, в которых звучала неутихающая скорбь и боль нашего народа. В вертолете Ми-8, сбитом над Латой, погибли целые семьи. 14 декабря навсегда останется кровоточащей раной в истории Абхазии и в сердце каждого из нас. На Алакове, Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение. Каждый год в этот день сотни людей приходят к мемориалу, установленному на месте, где упал вертолет с женщинами и детьми. Ложатся цветы к холодному памятнику, который стал напоминанием о человеческой жестокости. С тех пор прошло четверть века, но боль от потери родных не утихает и время не лечит. Родственники погибших и сегодня вспоминают этот день как кошмарный сон, который не заканчивается. Сегодня сюда пришли люди, у которых в тот день война отняла жизни их родных. Здесь погибли мои 3 брата двоюродных, тетя, моя бабушка, то есть моего родного дяди, вся семья. И моей матери родной брат. Каждый год мы всей семьей всегда поднимаемся. Кто не может подняться из взрослых, там дома свечки ставит. На кладбище ездим всегда. Вот в Квартеле церковь открыли. Туда люди приходят. Тех, кого мы смогли опознать, похоронили дома у себя. Кого не опознали, они все в Гудауте, туда ездим часто. У меня со всех сторон, и с маминой стороны, и с папиной стороны, вся моя родня в этом вертолете пострадала. В тот день, услышав о трагедии, которая произошла над Латой, люди окаменели от ужаса. Трудно было поверить, но жестокость врага перешла все границы. Молодые люди, которые сегодня пришли сюда почтить память погибших в вертолете, обставили белыми ангелочками памятник и зажигали свечи. В этом году акцию памяти жертвам Ладской трагедии организовали Государственный комитет по молодежной политике, Сухумский городской комитет по делам молодежи и спорту, а также организация «Внедорожная Абхазия». То поколение, которое выросло на войне, которое участвовало в войне, никогда не забудет эту дату. А цель Госкомитета, городского комитета, вообще цель старшего поколения заключается в том, чтобы молодое поколение, растущее, которое войну знает только понаслышке от своих старших, чтобы не забывало те даты, которые связаны с трагическими какими-то событиями. Потому что в истории Абхазии есть не только праздничные и радостные моменты и даты. В истории Абхазии есть моменты вот такие, как 14 декабря, которые мы обязаны помнить. Такое нельзя забывать. О произошедшей трагедии обязательно должно знать подрастающее поколение. Именно поэтому такие памятные акции имеют большое значение. Сария Смыр, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. Жертв Ладской трагедии вспоминали сегодня и в Абхазском государственном университете. Союз студентов и исторический факультет вуза организовали встречу памяти с участием ветеранов-летчиков, которые в годы Отечественной войны совершили не один боевой вылет. В этот день цветы и венки ложатся к обелискам и мемориалам погибших. 14 декабря – страшный день для всего абхазского народа. Дата, которая по прошествии сотен лет будет считаться самой трагической в новейшей истории Абхазии. Во время войны университет потерял 94 преподавателя и студента. От героя Абхазии Владимира Анцупова до юной Хиблы Нанба, которая только поступила в университет и не успела прослушать ни одну лекцию. Самая
жесточайшая трагедия произошла 25 лет назад. Абсолютно безвинные люди, которые летели в вертолете, выполняющем гуманитарный рейс, погибли, сгорели заживо. Когда тела привезли в Бомбору, там было очень много народу. Вот тогда абсолютно однозначно мы поверили в справедливость того, что в народе говорят: надежда умирает последней. Надежда на то, что мы разойдемся мирно с врагами, тогда полностью ушла в небытие. Главные гости здесь летчики-ветераны. Рискуя жизнью, они спасали людей и родину. Они понимали, каждый вылет мог стать последним. И тем не менее, ни разу ни один из них не отступил. Назад пути не было, тем более после 14 декабря, когда враг показал свое истинное лицо. 15 декабря на заседании парламента Грузии Шеварднадзе выступил с опровержением причастности грузинских войск к произошедшей трагедии. Однако он заявил, что грузинские войска будут открывать огонь по воздушным целям в случае несоблюдения требований о досмотре вертолетов и самолетов в России, следующих с гуманитарной помощью через линию фронта. Ох, хишергуца, вабаку, хкаужма, вабаку, крацует, яхбому хабар, а хоть кварцабж, ахра кварцзуит, ашихихо, тагижидал, аджнушка хуцна. Аракай шарыцвает, аш хамачыцвает, рышакя сампал. Мир не содрогнулся от этой страшной катастрофы. Ни одна страна, кроме России, не сделала заявлений с осуждением теракта. Грузинское военное командование, наоборот, обратилось к мировому сообществу с требованием осудить непокорных абхазов. И это в то время, когда вся страна заливалась слезами, скорбя по невинным жертвам. Даже Организация Объединенных Наций, под эгидой которой проводился этот гуманитарный полет, промолчала. ООН предпочла закрыть глаза на убийство мирных жителей, лишение жизни женщин и детей. Произносит траурные речи, и рыдания стоны сердце рвут. Горе всем скалой легло на плечи, а гробы плывут, плывут, плывут. Иногда мне кажется ночами, когда боль таит не в силах я, что у моря в парке над гробами горестно рыдает мать-земля. Иногда, проснувшись на рассвете, будто слышу я из-под земли, как друг другу жалуются дети. Ну за что они меня сожгли? Я хотел скорее вернуться к маме. Я устал дрожать и голодать. А теперь в сырой, холодной яме навсегда останусь я лежать. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня, 14 декабря, в 17 часов 30 минут, в момент падения вертолета 25 лет назад, в Сухуми прошла акция памяти погибших в Ладской трагедии. Организатором акции вот уже второй год выступает Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. В этом году акцию поддержал Комитет по вопросам молодежи и спорту администрации города Сухум.
В жизни каждого народа, пережившего войну, есть своя трагическая дата, своя хатынь. Для абхазского народа таким страшным днем, полным слез, боли и горечи утраты, стало 14 декабря. Ладская трагедия, так ее называют уже 25 лет. В одночасье враг лишил жизни 87 человек, из которых 35 дети. Спасаясь от голода и холода войны, они выбрали единственный путь к спасению. Из блокадного Тхуарчала, осажденного врагами несколько месяцев, они летели в Западную Абхазию, единственное место страны, куда враг не смог добраться. Путь к спасению лежал через горы и был опасен, но выбирать не приходилось, и мало кто мог предположить, что войска Госсовета Грузии способны пойти на такой шаг и уничтожить ни в чем не повинных женщин и детей. Для нас важно, что именно молодые люди участвовали в таких акциях, чтобы мы правильно передавали свою историю, правильно ее трактовали. Мы обязаны это все помнить, и это не должно быть болью только родных и близких. Страшная трагедия, когда 87 невинных жизней были уничтожены одним выстрелом просто равнодушных людей. Ладская трагедия – вот уже 25 лет кровоточащая рана в памяти всего народа Абхазии. В этот день страна поминает тех, кому враг не дал ни малейшего шанса на спасение. Зажженные свечи и автомобильные гудки. Сухум вместе со всей Абхазией почтил память жертв Ладской трагедии. Ровно в 17 часов 30 минут над столицей разнесся звук автомобильных гудков в память о тех, чья жизнь оборвалась на горном склоне Латы. Ровно 25 лет назад произошло это чудовищное событие в новейшей истории Абхазии. 17:30, собственно говоря, это то время, когда по вертолету Ми-8, летевшего с женщинами, с детьми, с ранеными бойцами из блокадного Тхуарчала, была выпущена ракета «Земля-воздух», которая поразила этот вертолет. И в результате этой трагедии оборвались жизни 87 людей. Такие вещи надо действительно передавать из поколения в поколение, и память о этих невинных людях, о этих невинных жертвах должна передаваться действительно из семьи в семью, потому что сколько десятков семей 25 лет назад пришло горе. Есть семьи, где погибли 2, 3, 4 и 5 людей. И, конечно же, когда погибают в особенности дети, даже еще не родившиеся, мы знаем, что 8 беременных женщин находилось в вертолете. Они сгорели вместе со своими детьми, которые еще не успели появиться на свет. Ну, сколько бы лет ни прошло, конечно же, их память надо чтить в года и в века. За прошедшие четверть века о Ладской трагедии сказано многое. Только до сих пор не названы имена тех, кто 25 лет назад приказал лишить жизни мирных людей. В памяти то и дело всплывают картины обугленных тел, невинно погибших 87 женщин и детей, чью жизнь грузинские военные оборвали одним нажатием кнопки. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение. Прокуратура Сухумского района завела уголовное дело по факту убийства Ардзенба Павла Харитоновича 1951 года рождения и Хагба Дмитрия Харитоновича 1975 года рождения. По статьям убийство 2 лиц общеопасным способом, совершенная группой лиц по предварительному сговору, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц. Согласно имеющейся информации, 13 декабря примерно в 17 часов в дежурную часть УВД по Сухумскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Верхняя Ишера Сухумского района обстреляно автотранспортное средство. Выездом оперативной группы на место происшествия установлено, что на 99-м километре трассы Псо-Ингур в районе Гумистинского моста из автоматического оружия, согласно осмотру места происшествия, автоматы Калашникова калибров 5,45 и 7,62 мм, обстрелян следовавший в сторону Гудауты из Сухума автомобиль марки Mercedes-Benz серебристого цвета. В результате обстрела автомобиля погибли находившиеся в нем Павел
Павел Ардзенба и Дмитрий Хагба. Тела погибших были доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз, где был проведен их наружный осмотр, в котором установлены многочисленные пулевые ранения в область головы и грудной клетки. Уголовное дело изъято из производства прокуратуры Сухумского района и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Сегодня в Арсмира прошла пресс-конференция председателя Государственного таможенного комитета Беслана Цвинария, в ходе которой он подвел предварительные итоги работы ведомства. 1 миллиард 476 миллионов – такова сумма таможенных платежей, поступившая в госбюджет в течение года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, это на 147 миллионов меньше. По плановому обязательству отставание составило 544 миллиона рублей. Такие данные привел на пресс-конференции председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинарий и отметил, с чем это связано. Почему я такое пристальное внимание товарообороту уделяю? Потому что платежи, поступающие в казну, они зависят напрямую от импортного и экспортного товарооборота. По табачным изделиям, тоже мы делали анализ, получилось, что если брать в натуральном выражении, то есть в единицах, в штуках, в сравнении с прошлым годом где-то идет по товарообороту на 91% выполнения. Так скажем, приблизительно на том же уровне, что и прошлого года. Но в стоимостном выражении это составляет 67%. Это свидетельствует о том, что здесь произошел такой крен в сторону дешевых сигарет. То есть стали больше люди приобретать и употреблять дешевые сигареты, нежели дорогие. Что касается виноводочных изделий, здесь я проблему, откровенно говоря, вижу в функционировании сегодня магазинов беспошлиной торговли, магазины duty-free на границе. И если, представьте себе, товарооборот этого года по алкоголю упал по сравнению с товарооборотом прошлого года на 27%, значит, это существенные объемы, которые попадают сюда на наш рынок внутренний. Если это называть своими именами вещи, то это прямая контрабанда. То есть человек, приобретая в магазине беспошлиной торговли, уходит практически от уплаты этих всех платежей. Но в этом случае мне становится жалко участников внешнеэкономической деятельности, которые этим видом бизнеса занимаются. Цитрусовый алкоголь и табак – это те продукты, которые официально запрещены к ввозу через КПП «Ингур». По мнению председателя Государственного таможенного комитета страны Беслана Цвинария, на границе Абхазии с Грузией должна работать таможенная служба. По основным товарам, которые будут не запрещены к ввозу, нужно взимать платежи, убежден председатель ГТК. У меня есть свое собственное убеждение, я об этом говорил руководству страны. Если мы являемся государством, и для меня, как представителя таможенной службы Абхазии, я не вижу разницы. Граница, что западная, что восточная, для меня и та граница, и эта граница. И я считаю, что нам надо будет ее, во-первых, оборудовать в соответствии с требованиями оборудования границы, таможенного, в том числе терминала строительства, и решать вопрос взимания платежей. Как отметил руководитель ГТК Беслан Цвинария, после его назначения на КПП «Ингур» была изъята крупная партия минеральной воды «Боржоми», ввозимая в Абхазию контрабандным путем. Немаленькая контрабанда боржома и там еще одна минеральная вода есть, кажется, она Беклави называется. Там совместно, я так понял, с пограничной службой они проводили соответствующие мероприятия, вышли на след. Установить кто не смогли, но изъяли в немалом количестве контрабанду. Потом контрабанду изъимали, в том числе экспортную контрабанду табачных изделий. Уже сотрудники поста ПСОЛ 150 блоков изъяли,
которые пытались вывести контрабанды уже в Российскую Федерацию. Честно говоря, меня это немного удивило, с какой целью они это пытались сделать. Завезли сюда, здесь растаможили, заплатили все платежи, а потом почему-то контрабандой решили вывозить обратно. Ну и с нашей стороны, и со стороны российской таможни, так скажем, заградительные барьеры выстроены, больше желания вывозить туда контрабандой уже нет. Буквально несколько месяцев назад, согласно постановлению правительства России, представители Челябинской таможни в дар Абхазии передали технические средства таможенного контроля, в том числе приборы для поиска контрабандных вложений в сыпучих гомогенных грузах. Стоимость всего оборудования почти 10 миллионов рублей. Один только рентгенно-телевизионный аппарат стоит 3 миллиона рублей. Благодаря такому приобретению не нужно будет раскрывать сумки и запечатанные коробки. Помимо досмотровой рентгеновой техники нескольких видов на границе также будут установлены приборы для определения подлинности номерных знаков транспортных средств. Магнитно-аппаратный комплекс «Зоркий» Регуа-7505. Нам подарили, да, в том числе и оборудование, которое может идентифицировать как бы пин-код, да. Сегодня мы их запустить не смогли, ну, в силу того, что у нас нет специалистов, кто может это сделать. И я обратился официально с письмом представителю ФТС, обращался в саму таможенную службу. И вот 17-го, буквально в час декабря, должны нам прислать сюда специалистов, которые наладят работу и вот этого оборудования. Вы, я не знаю, обращали внимание или нет на границе, кто был. Там стоит еще лента. Вот. Эту ленту запустим. И вот то оборудование, как под названием «Норка». В завершении пресс-конференции председатель ГТК заверил, что в Государственном таможенном комитете будут изменения, которые приведут к положительной динамике всей работы абхазской таможни. Рената Шакая, Стамыр Гошба, Абхазское телевидение. В Женеве состоялся 42-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Делегацию Республики Абхазия возглавлял министр иностранных дел Даур Ковы. Основное внимание в повестке дня было посвящено вопросу согласования устного заявления участников по неприменению силы. Стороны приступили к согласованию и обсуждению взаимоприемлемых формулировок текста заявления, но по итогам продолжительных переговоров так и не сумели согласовать окончательный вариант текста. В результате чего было принято решение продолжить работу над текстом заявления на следующем раунде международных женевских дискуссий, который пройдет 27-28 марта 2018 года. Сегодня в Сухумской 14-й школе имени Чехова открыта новейшая лаборатория. Теперь у школьников появилась возможность изучать химию и биологию в специализированном кабинете. Этот подарок столичным школьникам преподнесен усилиями Дома Москвы в Сухуме, который уже много лет проводит различные мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом. В лаборатории можно не только выполнять практические работы, но и вести настоящие исследования материалов, изучать различные химические вещества. Правительство Москвы открыло новую программу поставки в школы Абхазии новых комплексов, технологических комплексов, которые позволят существенно повысить технологии образования в школах. И вот в частности мы привезли такой первый комплекс, который позволит лабораторно изучать физику, химию и биологию. Предоставилась такая прекрасная возможность. Дом Москвы, вот у нас летом были встречи, они нам обещали, что осенью нам в подарок они преподнесут вот такой комплекс мини-лаборатории биология, химия. И наконец-то сегодня это правительство Москвы оплатило, этот комплекс прибыл к нам сюда в Абхазию. Министерство здравоохранения Абхазии предупреждает о необходимости в кратчайшие сроки обмена общегражданского внутреннего паспорта гражданина Абхазии и заграничного паспорта гражданина России с истекшим сроком действия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. В сообщении отмечается, что лицам с просроченным сроком действия паспортов оформление полиса обязательного медицинского страхования и выдача необходимых лекарственных препаратов как инвалидам производиться не будет. И о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.